Добрый вечер, уважаемые зрители канала Cocos Talking «Говорит Кавказ». Сегодня 18 августа 2021 год, и будем обсуждать вопрос события вокруг Украины. И хочу пригласить нашего гостя, капитана первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табаха и Руслана Кутаева, нашего эксперта-политолога. Добрый вечер. Гарри, добрый вечер, Руслан. Пожалуйста, откройте микрофон, а то вас не слышно. Добрый вечер, Кавказ. Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Гарри, я хотела бы первый вопрос задать вам, и перед тем, как перейти от общего к частному и к основному вопросу преследования чеченцев в Украине, я хотела бы затронуть общее положение в Украине, в особенности в последнее время в напряжении держится вот вопрос проекта «Северный поток-2». И много событий вокруг него, и мы знаем, что 22 августа Зеленский встретится с канцлером Германии Ангела Меркель, далее 30 августа будет встреча Зеленского с Байденом. То есть как эксперт, что вы считаете, что можно ожидать от этой встречи? И что ждет Украину после этих встреч? Потому что достаточно две важные фигуры Запада, и будут достаточно серьезные последствия вот этих встреч. Ну, во-первых, я не эксперт, я обыкновенный человек, просто единственное, что там может быть неординарное со мной, это то, что я прослужил в вооруженных силах 30 лет и достиг там какого-то уровня в Соединенных Штатах Америки. А так я не эксперт, я просто люблю Украину, мне нравятся украинцы своим характером, своей культурой. Ну, точно так же, как я, в принципе, и испытываю такие, как сказать, теплые чувства к Кавказу. Там я служил там с войсками ООН, у меня друзья близкие. Вот так просто оказалось, что у меня друг чеченец. И он оказался моим другом не потому, что он чеченец, и он не оказался чеченцем, потому что он мой друг. Просто вот так вот совпало. Шутка. И я просто как бы был уже приближен к чеченской культуре, что ли. И она мне нравилась. Мне нравились эти люди, мне нравились их отношения к родителям, к старшим. Мне нравилось, что они, их отношение к алкоголю, их отношение к спорту, их отношение к дружбе, их отношение к воинству. Конечно же, я обобщаю. Я уверен, что и среди чеченцев есть уроды, и изгои, как в любом другом народе. Но, в общем, культура мне нравится. Так же, как и украинская культура, в общем, мне нравится. В Украине ситуация, конечно, чрезвычайно сложная. Чрезвычайно многослойная. Здесь разные люди, разные этносы, разные религии. Ну и, конечно, здесь пятая колонна сильная. И Россия это использует по максимуму. Конечно, многие из нас, то, что называется нацмены, национальные меньшинства, которые геноцидные, то есть евреи, чеченцы, ингуши, крымские татары, ну, есть. Еще я не хочу никого-то обделять, если я кого-то там не назвал. Но есть вот эти люди, которых, можно сказать, там Россия или какая-то другая империя пыталась от них избавиться и каким-то чудом не избавилась. Наверное, это благодаря Всевышнему. Мы испытываем друг к другу понимание. Вот. Мы понимаем, что такое голодомор. Ну, не мы лично, потому что мы это никогда не испытали. Я, например, никогда не помню ни одного дня голода, да? Кроме там, когда пост держишь.
То же самое чеченцы испытывают к украинскому народу, украинцы испытывают это к чеченцам. И идет такая взаимоподдержка от народа. Да, Есть вот история, я... есть такая история с чеченцами, когда чеченцев выселили, как Равин Грозненский, он там сказал, что нельзя грабить наших братьев, так Мгм. проклянет до седьмого колена. Кстати, у меня есть интервью на моем канале с его внуком. Я думал, что это придуманный персонаж. Оказалось, нет, оказалось, такой человек, правда, был. Вот. Но если бы нас, людей, оставили в покое, я думаю, мы все бы были братья. Не зависело бы, каким образом мы молимся Богу, каким образом мы носим одежду, или как мы называем мамой, маму. Вот. Но политика, люди, которые не относятся ни к какой национальности, люди, которые не относятся ни к какой религии, у них нет ни религии, ни национальности. Гитлер, там, Троцкий, там, Мао Цзэдун, Сталин, у этих людей нет национальности. Кадыров, я его тоже приписываю к этому, там, Путин. У этих людей национальности нет. Они используют наши национальности, наши религии, наши обычаи против нас. К сожалению, большинство из нас этому поддаются. Я хотела бы вот уточнить вопрос. Наверное, вы сразу хотите перейти к основному вопросу преследования чеченцев в Украине. Я бы хотела и вам, и Руслану задать вопрос. Украина приняла ряд санкций против авторитарных лиц в Украине, и почему-то тоже авторитетных, так скажем, лиц в Украине, и также почему-то чеченцы, бизнесмены чеченского происхождения тоже попали в какой-то список, и началось вот ущемление и гонение на этих людей, которые служили для Украины. Как вы думаете, с чем это связано? Я хотела бы узнать ваше мнение, и потом хотела бы услышать мнение Руслана Кутаева. Ну, смотрите, это мое личное мнение. Так как я уже давно нахожусь в Украине, я много лет работаю в этом регионе, то есть и у меня даже специальность военная такая была, называется FAO, Foreign Aerial Officer. Это офицер, который отвечает за этот регион. Он должен знать культуру, должен знать язык, должен понимать историю этого региона. И вот в конце моей карьеры, ну, это обычно уже к концу карьеры, потому что ты уже не можешь там бегать, командовать, еще что-то, тебе вот дают эту профессию, и ты в основном служишь в посольстве, в котором, ну, и так у меня получилось, что и так и было. Я служил в Польше в посольстве и в России. А, а, я думаю, что это все имеет отношение к коррупции. Банально деньги. Вот просто деньги. А, с одной стороны. Создан список. Я, правда, не понимаю, как это было сделано, потому что это здесь называется как-то РНБО. Ну, похоже на ЧК, чрезвычайный комитет, который без суда, без следствия, все может создать списки людей, и вот там, без трибунала, значит, без каких-то демократических институтов сделать с этими людьми, выкинуть их из страны, посадить или еще что-то там с ними сделать. В общем, я не совсем этого понимаю. Но я понимаю, что, наверное, там список этот из 500 человек, насколько я понимаю. И среди этих 500 человек каким-то образом попадают люди, которые не криминал. И среди этих 500 там, человек, эти 10, 20, 50 человек, конечно, могут затеряться. Кто будет там каждый, ну что, президент будет сидеть и читать каждое имя и выяснять, кто они такие. Он слушает своих там подчиненных, которые говорят, давай, вот они криминал. Как попадают туда чеченцы? Думаю, там несколько категорий чеченцев или, может быть, не все. Почему я говорю о чеченцах? Это просто потому, что мой друг попал в этот список. Человек, которого я знаю много лет. И я точно знаю, что он не криминал. Я точно знаю, что он не коррупционер. Я точно знаю, что он воевал против России. Я точно знаю, как он попал в Украину, потому что он был весь израненный, и по частям его здесь собрали. И у него уже украинская семья, жена, дети, он работает. Я знаю его партнеров, вы все считаете.
за приличного человека, он глубоко религиозный человек. И поэтому я просто вот так вот попал, потому что я его знаю, этого человека. И я знаю, я понимаю, вот за что его могли туда, вот за что. Вот мне ничего в голову не лезет, кроме того, что из него вымогали деньги. Или он мешал какому-то чиновнику, или он не договорился с каким-то политиком о чем-то. И вот его так наказали. Раз так, вот иди. А он такой несгибаемый. Он такой, как бы сказать, на колени его поставить сложно, запугать его сложно. Он такой боец. И если я вам даю слово офицера, слово честь, что в телефоне он у меня записан как воин. Воин. Не потому, что он правда был воином, а потому, что и характер такой у него. И я начал вот спрашивать там. Потом мне начали звонить. Начали мне звонить генералы украинские, разговаривать со мной. И действующие, и недействующие. И говорят, это неправильно. Эти ребята воевали с нами. А эти ребята воевали за нас. Потому что они воевали против... Как многие пошли воевать против Гитлера. Американцы поехали в Великобританию, во Францию. Потому что войны еще не было в Америке с Гитлером. Но они понимали, кто это такой. Они понимали, что они должны это отстоять. Не обязательно за свою страну, но за мировое право. Многие американцы поехали воевать за Израиль. Даже это было нелегально. Вот все летчики в Первую войну в Израиле, это были американцы, которые секретно от своего правительства поехали воевать за Израиль. Есть такие люди, которые берут и хотят стоять на правильной стороне истории. И украинцы поехали воевать за Чечню в какой-то момент. Они там были. И чеченцы приехали из Европы, и с России, и воевали за Украину. В общем, здесь с моим другом, я думаю, это коррупционность. Это просто они говорят, он не пошел. Но с ребятами, которые были в батальоне, допустим. В батальоне, я думаю, тут многие со мной не согласны, включая многих чеченцев со мной не согласны. Я просто Давайте не верю в спросим мнение Руслана Кутаева. Сейчас я закончу вот эту вторую часть этого, а потом, конечно, Руслан пусть скажет свое мнение. Со мной не согласны в том, что я говорю, что я, как военный человек, я не верю в совпадение или я не верю в случайности. Но после каждого разговора Байдена с Путиным что-то такое происходило. То Северного потока санкции сняли, а на наш Северный поток наложили санкции. И тут вот этот список, в который попадают чеченцы из батальона чеченского. И я брал интервью у Мусы Чемберлоева, командира этого батальона. А по какой причине они туда попадают? Непонятно. Ну, на них что-то нашли, что-то они там сделали неправильно или нехорошо. Хорошо, судите их здесь, в Украине. Если вы засудите в Украине, они виноваты, сажайте их в тюрьму в Украине. Как вы можете их депортировать обратно против того врага, против которого они воевали? Ну, это неслыханно. Да, они вам будут рассказывать сказки, что нет, они могут поехать там в Турцию, могут еще куда-то. Да, на 90 дней. Паспорт у них российский. Потом турецкая полиция их поймает и вышлет обратно в Россию. Это все равно высылка в Россию. Просто не напрямую. В общем, это такая игра. Почему? Потому что Путин хочет этих чеченцев обратно в Россию, хочет из них сделать пример. Зачем Путину эти чеченцы? Что будет с ними? Там достаточно чеченцев. Нет, их возвращают, он их сажает в тюрьму. В тюрьме их насилуют, убивают, унижают. И другие чеченцы, другие народы говорят, зачем нам ехать и воевать за них, если нас предадут, и нас как баранов отдадут обратно. То есть вы хотите сказать, что Зеленский пророссийский президент? Я думаю, что, может быть, ему на него такое давление проявили. А может, я не говорю, что Зеленский. Я опять же говорю, что я не думаю, что президент сидит и разбирается в каждом имени. Поэтому мы создаем такие программы, поэтому мы говорим и мы призываем, разберитесь с этим. У Зеленского самого огромная проблема. У него
пятая колонна, которая постоянно хочет его подставить, хочет, чтобы был раскол в Украине, чтобы вот такое случилось с чеченцами. Тут есть предатели, тут есть люди, которые не за Украину, и они занимают высокие посты, они возле президента. Я не говорю никого, я не знаю, кто это делает, президент или кто-то из его помощников, но кто-то это делает, и в этом надо разбираться. Вы считаете, преднамеренно? Поэтому, да, конечно, и поэтому мы должны об этом говорить, мы должны призывать украинцев, чтобы они в этом разобрались, чтобы они своих боевых товарищей просто так не сдавали. А он хочет тех, которые воевал против России. Сталин проделал это, это не новый трюк. Сталин это проделал с казаками, Сталин это проделал с польскими летчиками. Вас, Гарри, не слышно. Я хочу вас попросить, у вас, наверное, вы звонок получили. Алло, да. А вы меня слышите? Да, сейчас слышно. Ага, хорошо, извините. Да. Ну, все, в принципе, я сказал. Хорошо, мы вернемся к вам, Руслан. Я хотела бы, есть ли у вас добавление к теме? Хотите ли вы ответить на этот вопрос? Почему в Украине преследуют чеченских бизнесменов? Ну, во-первых, давай начнем с первого вопроса. Ты так технично меня обошла, перешла ко второму вопросу. Что делается в Украине? В чем причина? Каким образом? Что надо ожидать после прилета Меркель в Киев и отлета Зеленского в Соединенные Штаты Америки? Здесь Гарри достаточно подробно достаточно звонят. Что делается сейчас в Украине? В Украине на самом деле сложно. Тяжело разобраться. Даже статистика, которая дает около президента, если раньше в какой-то мере преобладали настроения пророссийские, то сейчас вот второй год на правлении Зеленского только проукраинские настроения начали 51-53% возобладать. То есть только вот эти статистические данные говорят о том, что в Украине очень сложно. Сложно политически, в силу этого сложно и экономически. Я хочу напомнить, что госпожа Меркель до того, как прилететь в Украину, Киев, она 20 числа летит в Москву. Она не с Киева летит в Москву, а летит с Москвы в Киев. И я хочу напомнить и нашим участникам, и нашим зрителям, что цена на 1 кубометр газа сейчас возрос до $600. Цена растет. Если интересно, хочу напомнить, что цена была $350-375. И по мере того, как Северный поток-2 заканчивается, подходит к финишу, пошла игра вокруг цен на газ в Европу. Кстати, об этом Украина кричала, со всех трибун кричала. Германия говорила, это экономический проект, а Германии говорили, в том числе и Соединенные Штаты Америки, это политический проект. И сейчас, я думаю, Германия на себя это ощущает. Но, скорее всего, пытается сохранить лицо. Откровенно говоря, это был политический прокол Германии. Россия достаточно, это свойственно Путину, его окружению, они достаточно цинично, так по-бандитски нагибают. И сейчас идет вот этот такой процесс нагибания Меркель, ее правительства и в целом Германию. Ну, посмотрим. Здесь сейчас о чем-то говорить тяжело. Мы посмотрим, как пройдут переговоры в Москве, что Путин... Фактически я хочу вот эту формулу Штайнмайера, которую они пробивают, они пытаются вот эту минскую платформу, они пытаются нагнуть Украину, чтобы в Украине приняли вот эти соглашения, вот эти пресловутые выборы в оккупированных районах. Я повторяться не хочу, мы с вами знаем, о чем идет разговор. И Германия, и Франция, они категорически настаивают на этом, и Украине приходится защищать. И Байден, от которого ожидали очень серьезной поддержки, помимо того, что он
не только не поддержал Украину, он пошел дальше Германии и Франции. Он вообще потребовал особый статус дать вот этим регионам Донбасса. То есть Украина — это тяжелейшее состояние, тяжелейшее положение. И сейчас кому-либо из каких-либо стран, даже близкому окружению Зеленского, тяжело судить, каким образом и как может пойти ситуация. В отличие от Германии, в Соединенных Штатах Америки есть очень серьезный Сенат и Конгресс, достаточно самостоятельные органы. Они ведь на Байдена давят, в том числе, я должен сказать, демократы, они требуют от Байдена ответа. В чем причина? Когда страной управлял Трамп, и Байден, и его партии, они его критиковали за малодушие, за слабость, за то, что они идут на поводу у Путина. А сейчас Байден, по сравнению с тем, что делает Байден, Трамп был значительно лучше. Поэтому здесь сложно. Это, Лейла, я отвечаю на твой вопрос. Здесь нельзя не сказать о Крымском. Да, Руслан, я хотела бы у вас спросить, и, наверное, Гарри, у вас тоже, если у вас есть информация, что происходит вокруг ситуации Крымской платформы. Нет? Да, Руслан, теперь... Да, пожалуйста. Мы говорили Лейла, про Крымскую платформу. Нет? Да, вас слышно, Руслан. Так вот, я пару слов скажу о Крымской платформе. Я думаю, тот, кто вот этот предложил, это очень хороший политический ход. На самом деле туда уже около 20 или больше 20 государств дали свое согласие. Контрмеры России проводит, пытается, чтобы туда никто не приехал. По крайней мере, по последним моим данным, которые я имел, Канада подтвердила, что она примет участие. Это очень серьезная платформа. И здесь я закончу на этот вопрос отвечать как раз то, что Гарри говорил. В Украине сложно. Не могу сказать, Ермака, ближайшего политика к Зеленскому, обвиняет в пророссийской позиции. Здесь очень сложно. Наверное, и сами украинцы тяжело вот в этой кухне разбираются. Но теперь как раз я и хочу перейти к теме нашего основного вопроса. Собственно говоря, почему мы дали общую характеристику, что делается на политическом уровне, на самом высоком политическом уровне в Украине, для того, чтобы дать оценку, почему вот эти принятые указом президента санкции, которые называются криминальное, как она называется, отношение криминальных авторитетов, санкции против криминальных авторитетов. И вдруг вот в эти санкции попадает, Гарри называл цифру 500 человек, и там неважно, 15 человек или 30 человек, но страна, которая имеет свой флаг, свои все органы власти, представительные, руководители, правительство и так далее, они не имеют права, чтобы туда палец левой руки попал в этот список невиновного человека. А здесь в список попали люди невиновные, люди, которые ведут бизнес, люди, которые честно служат Украине. Люди, в отличие от украинцев, я в своем обращении говорил, когда украинцы, которые сейчас находятся на самом высоком уровне политической власти, занимались своими бизнес-проектами, чеченцы, которые там жили, проливали кровь и воевали за Украину. Как это может получиться так? Люди, которые не совсем чистоплотные, которые сдавали украинские интересы третьим странам, они сейчас принимают решение, кому быть в Украине или кому не быть. Поэтому я считаю, это не столько даже и не только ответственность Зеленского, это ответственность всей Украины и всего народа украинского. Потому что к вам в Украину, я напомню вот что еще. Дело в том, что чеченские бизнесмены, они проживают сейчас в Европе много, хотя они только начали работать. Я уверяю вас, они интегрируются очень быстро в европейский бизнес. Пусть они не миллиардеры, но они достаточно весомо, хорошо завоевывают свой авторитет. Они собрались, провели форум в Вене, в Австрии. Они хотели обратиться ко всем бизнесменам Европы, чтобы они прекратили любые бизнес-экономические отношения с украинской властью и с украинским бизнесом.
мне пришлось много приложить энергии для того, чтобы отговорить их это сделать. Кстати, у них была встреча и в посольстве Украины в Австрии. Это было на очень высоком уровне задуманное решение было. Поэтому здесь сложно. И поэтому мы здесь сегодня собрались. Мы до этого делали обращение и к Зеленскому, были и ряд других передач. Я обращаюсь к политикам украинским, я обращаюсь к политикам не только к сторонникам Зеленского, не только к тем, кто окружает, и тем, кто сегодня является его политическими оппонентами. Вы должны понимать и вы должны знать, что Украина дальше, как суверенное государство, если собирается существовать, к вам должна быть вера у людей, вера людей, вера общества, вера государства. И если этой веры к вам не будет, если вы будете предавать интересы человека, группы людей, по национальным, по религиозным признакам, вы не сможете убедить не только людей, которые приходят извне, даже своим гражданам вы не сможете внушить, чтобы они поверили в ваше намерение, чистоплотность ваших позиций и так далее. Вот поэтому я думаю, и теперь, пожалуй, вот я в своем обращении выдвигал две версии. По одной версии это все-таки, что это я не придумал. Я общаюсь сегодня с очень высокого, на очень высоком уровне общественных, спортивных, политических деятелей Украины. Я не хочу их просто сейчас имена называть. Они мне изложили из всего того, что они мне говорили, я сделал. Там есть две позиции. Первая позиция. Мы знаем из средств массовой информации, что Зеленский пытается понравиться Путину. Он всячески пытается устроить встречу с ним. Так вот по предварительной договоренности, чтобы каким-то образом ублажить Путина, чтобы ему понравиться, он должен был сдать чеченцев. Вот это сами украинцы говорят, кстати, которые недалеко стоят от Зеленского во властных структурах. Вторая позиция была как раз то, о чем Гарри говорил. Она банальная, коррупция. Кто-то пытается отжать бизнес у чеченцев, кто-то где-то что-то с чеченцами там как-то пересекся, ну и получил по шапке. Теперь он хочет через какие-то выдавить их оттуда. Здесь по-разному можно к этому подойти, но в любом случае ответ есть один, только один ответ. Здесь мы требуем. Мы нигде не говорили, если чеченец, неважно, чеченец, еврей, или же тунгус, или эвенк, неважно. Если он совершил преступление, если у него есть правонарушение, согласно тому деянию, которое он совершил или группа людей совершила, но накажите их. У Украины есть законы, но в отношении невиновных людей вести себя вот таким образом — это подло. Это не только неправомерно, это подло. И поэтому мы требуем, мы не просим, мы требуем. Кавказцы. Я заявление сделал как президент Ассамблеи народов Кавказа. Это согласованная позиция всех кавказцев. Кстати, там и грузины есть, и другие, по крайней мере, мне известно, я обращался к грузинам, к своим друзьям, если есть там грузины, которые сегодня говорят, что в отношении них, и армяне там есть в этом списке, этот список-то мне мои помощники изучали, они мне давали. Ну, достаточно обозначено несправедливое отношение, несправедливое попадание в этот список обозначено у чеченцев. И поэтому мы и требуем, чтобы чеченцы невиновные не были включены в этот список. И Зеленский при всем том, что он очень занят, при всем том, что у него позиция очень сегодня тяжелая, у него сегодня идут тяжелейшие переговоры на высочайшем уровне, здесь тоже надо разобраться. И здесь я позицию Гарри полностью поддерживаю. Гарри, тебе спасибо огромное за понимание, потому что мы, чеченцы, при всем том, чтобы о нас не говорили, мы немножко наивные. Мы когда просто проходим, понимаешь, вот когда я иду просто по городу, в Турции, в Канаде, в России, в Москве, когда я вижу, кто-то обижает кого-то, я не могу пройти, мне стыдно будет перед самим собой, я иду туда и вклиниваюсь. И я в своей жизни, будучи еще молодым, получалось, что я за кого-то заступаюсь, и эти, за кого я заступился, и тот, кого там он обижал, они становились на одну сторону и жаловались в милиции. Понимаешь ты? Вот такая участь. Поэтому
Быть чеченцем, Ну, если кто-то думает, это здорово, это тоже ответственно. Вообще чеченец — это звание. Звание. Поэтому мы, когда говорим внутри у себя, он не чеченец. О, ну как он не чеченец? Он же говорит, нет. Чеченец — это звание, это достойное поведение, это мужественное поведение, это быть мужчиной, праведным, честным и так далее. Это чеченец. От того, что он говорит, и его мать чеченка и отец чеченец народили, это не означает, что он чеченец. Чеченец — это звание. Это звание, если несут в Украине достойно, я говорю Зеленскому, его окружению: оставьте чеченцев, не трогайте их. Кстати, об этом раввине Гарри, я не знал, что это была твоя передача. Мы знаем, это у нас в народе об этом говорят. Я в своем обращении как раз и напоминал Зеленскому. Когда я говорю украинцам, что вы, украинцы, делаете, они мне говорят: да нет, Зеленский еврей, это он делает. Но я тогда говорю, у меня есть и к еврею очень интересное предложение. Я хочу ему тоже напомнить. Вот это было напоминание. Ну, я, в принципе, сказал, это, что смотрите, я хотел. я считаю, я с вами абсолютно согласен. Если ты себя относишь к какому-то народу, то этого недостаточно просто им называть. Ты должен уважать их ценности, уважать правила, которые даны им Всевышним. И мы, вот эти народы, люди, которые себя к этому относят, мы это понимаем. Ну и да, это часто так встречается, когда вы говорите, что чеченцы наивные. Я считаю, что воины, в принципе, люди, которые готовы идти и защищать тех, которые сами себя не могут защитить, а это настоящие воины, мы деремся за тех, кого обижают, кто сам за себя не может постоять по какой-то причине, тогда мы вступаем. Мир делится на волков и овец. Но есть еще, это или овца, или волк. Но есть еще одно животное, которое похоже на волка. Оно еще более агрессивное, чем волк. Но она защищает овец. И это волкодавы. Я думаю, что мы относимся вот к этой категории людей, которые мы защищаем. Мы такие же, как волки, мы даже их сильнее, мы агрессивнее, чем они. Но мы защищаем тех, которые сами себя защитить не могут. И любого воина, мы все наивны. Я всегда всем говорю, меня обмануть легко. Вот там в бизнесе или еще где-то на улице подойти мне сказать, и обмануть меня очень легко. Мы все немного наивные, мы все немного таких, готовы принести себя в жертву. Я не знаю, криминальные эти чеченцы или люди в этих списках, или армяне, или нет. Для этого существуют суды, для этого существует расследование, для этого существует полиция. Но просто так внести людей. Опять же, я знаю только одного человека в этом списке, это моего товарища. Я спросил у других людей, неужели он мог быть криминалом каким-то, ну все в моем окружении, украинцы, которые с ним работают. Он говорит, да нет, он приличный человек. Ну и потом все же знают, что я вхож в чеченскую общину. И ко мне часто прибегают люди и говорят, слушай, у меня проблемы, ты можешь там своих этих чеченцев, чтобы они пошли и разобрались? Я говорю, вы бандитов ищете? Если вы бандитов ищете, то это не к моим чеченцам. Мои чеченцы – это юристы, спортсмены, бизнесмены. Пожалуйста, они вам помогут, но если это мой близкий человек был бы бандитом, я бы к нему обратился, наверное, да. Но этого же нет. Поэтому в моей голове эта логика не складывается. Судите его здесь. Я приду на суд. Я выслушаю всех. Виноват, посадите его, накажите, оштрафуйте, я не знаю. Но депутат Верховной Рады мне лично говорит, мне показывает, вот письмо из МВД, за ним ничего нету, даже штрафа нету на дороге. Ну чисто. Вот, пожалуйста. А он говорит, вот СБУ, ничего на нем нет. Ни российский он агент, ни шпион, ни торговец наркотиков, ни оружия, ничего, чисто. Как он попадает в этот список? Даже если пусть он будет легально, этот
список, законный, хотя это не закон. Это раз. Все говорят, что ничего на нем нету, а он в списках. И снять его оттуда невозможно. Пока что счета заблокированы, у него 8 детей. Как он будет кормить их? Что он должен сделать? Должен переступить закон, чтобы прокормить семью, потому что закон его туда загнал? Это неправильно. Это раз. Во-вторых, я никогда не слышал. Я вот, работая в посольствах, занимаюсь там санкциями какими-то, потому что я занимался оружием, мы санкционировали все. Я сам был санкционирован Россией, да, но санкции никогда не могут быть пожизненными. Они есть санкции временные. Любая санкция – это временное отстранение тебя от чего-то. А здесь этим ребятам дали санкции пожизненные. Это нонсенс, это юридический нонсенс. Не может быть санкций пожизненные. Это два. Третье. Сегодня вот мы много говорим об Талибане, о Афганистане, вот какое предательство там произошло. Вот как репутация, которая строилась 200 лет, может рухнуть в один день. И то же самое. Ну, уедут эти чеченцы, эти кавказцы, покинут они Украину, за которую они воевали, в которой они работали, которую они строили, которую они любят, просто любят, как я, как другие люди здесь. Они уедут, их дети будут скитаться по лагерям беженцев в Турции, еще где-то, в Египте, еще где-то, где их примут, в Италии. Будут скитаться по этим лагерям беженцев. Их отцы унижены. Я вас уверяю, что вот тут-то и появится и ИГИЛ, и Аль-Каида, и Хамас, и Хазбулла, и Талибан, и скажет: иди сюда, брат, мы тебя не обидим. Мы праведные, а вот они неверные. Видишь, как они обошлись с твоим отцом, видишь, как они унизили твою семью, видишь, как вы скитаетесь всей семьей. И тогда не удивляйтесь, что они вернутся к вам, но уже совсем другой категории. И вот так вот зарождается терроризм. Он зарождается от нищеты, от унижения, от того, что люди никому не нужны, хотя они ничего плохого не сделали никому. Я это вам как еврей говорю. Я помню эти времена, когда я думал, что же я такого сделал плохого, что я все время в списке врагов и плохих людей. Но, слава богу, я оказался в Америке в детстве, и мой менталитет был изменен. Спасибо. Спасибо большое, Гарри. Спасибо большое, Руслан. Есть у вас дополнение? Я тоже не понимаю, правда, вот честно, я не понимаю, как там в списке оказался еще один человек. Он тренер детей. Он что мог сделать? Я даже не представляю. Живет скромно, ни на каких там он просто тренировал детей. Какое-то очень странно, что вообще как он туда попал. Ладно, бизнесмены, ладно, там те люди, которые воевали. Какое-то объяснение есть. Но вот этот вот один вообще никакого объяснения нет. Он вообще тренер детей. Он тренировал детей в спортшколе. Для фабрикованных дел объяснение логическая, логическая связь не нужна. Да. Нет, есть у вас дополнение? Здесь, в принципе, напрашивается, я не утверждаю, я не знаю, никогда не утверждаю то, что я точно не знаю. Но здесь напрашивается все-таки вывод российской стороне, где-то кто-то намекнул украинской стороне, неплохо было бы пройтись по чеченцам. И вот для того, чтобы набрать список чеченцев, вот помнишь, Гарри, когда Трамп очередной список составлял, он это сделал Госдеп США это сделал по телефонной книге, по номерам, и быстренько эти журналисты это вычислили. Просто список телефонный абонементов телефонной книги, по ним они составили список, что список был составлен. Точно так же, что были чеченцы, да, вот они были, эти. Вот мы составили чеченцев, мы теперь чеченцев изгоняем. Вот вполне вероятно и вполне возможно вот таким образом как раз вот эти люди невинные, люди, заслуживающие очень многого со стороны государства украинского,
туда попали, ну, будем надеяться и будем отстаивать, мы будем отстаивать категорически. Я даже не сомневаюсь, вот придет другой президент в Украине, он это, конечно, отменит, он вернет это все обратно на свои места. Но этот президент должен прокол своего окружения, давайте такие преференции дадим Зеленскому, он не знал. Ну, естественно, он 500 человек не изучал. Да, собственно говоря, он представления не имеет, кто они такие. А вот кто ему представил список, кто их собирал, они должны ответить. Ну, система, смотрите, система все-таки в Украине работает. Во-первых, есть депутаты в Украине, в Верховной Раде, которые подняли этот вопрос. Есть люди, которые вышли, воины, которые защищали этих ребят, с которыми они воевали. Есть запросы, которые даны были в силовые органы, и они ответили. Ответили правду. Ничего нету на этих людей. Есть журналисты, которые это печатают в Украине. Есть журналисты, которые показывают это по телевидению. Поэтому, по большому счету, система пока в Украине работает. Люди не молчат. Мы, как люди ответственные, или, может быть, мы даже себя относим там к какой-то категории людей по правам человека, можно сказать, волонтеры такие, и украинские граждане осознают, что такого нельзя допустить, потому что начнется с чеченцев, закончится нами всеми. Сегодня они, а завтра будем мы. И, ну, мне, евреи, это доказывать, наверное, не надо никому. Я бы хотела добавить... Это распространяется не только на одну какую-то группу, это начинается только с одной какой-то группы. Ну, что там пару чеченцев, кого это должно волновать, да? Придет и к вам. Сегодня выступили в Америке и говорят, что да, мы не можем понять, сколько американцев осталось брошенных в Афганистане. То ли 10 тысяч, может быть, от 10 до 40 тысяч. И непонятно, как они оттуда выберутся. Все, бросили их там. Я помню, как с ковидом нас эвакуировали отсюда, из Украины, как организовано это все было. Каждого американца, никого не оставили за бортом. Всех нас вывезли с ковидом, вернули в Америку. А здесь от 10 до 40 тысяч американцев брошенных. Я ночь не спал, все, я поверить в это не могу. Но несколько лет тому назад и у меня на моей программе есть такая программа про Бенгази, когда мы бросили там нашего посла и наши отставные морские котики, которые там были вольнонаемные, старенькие, добровольно пошли его защищать и погибли. И посол погиб, и еще 3 парня погибло там. И это все замяли, это все забыли. Они их там бросили. Я тогда сказал, если бросили 4 человека, ждите, когда бросят 40 тысяч человек. Так работает, вот так система работает. Если мы закроем на это глаза, то потом будет намного хуже. И наши дети будут за это расплачиваться. Так устроен мир, к сожалению. Если у нас не хватает духа, не хватает стержня, чтобы это сделать, я всегда говорил, что лучше идти на пулю, чем сидеть ее и ждать. Но большинство людей почему-то... Я вас послушала, у меня есть, да. У меня есть добавление, вот вы военный, Рустам, политик. Вы знаете, если проанализировать события последних лет, то, что произошло в Украине, то, что произошло в Грузии, несмотря на то, что Америка и Евросоюз были самыми так близкими партнерами, что Украины, что Грузии, и в поле битвы они остались одни без защиты, да, то есть, учитывая всю эту ситуацию, я думаю, что Украина решила приблизиться к России, несмотря на все вот этот сумбур, который творится вокруг России. И, может быть, вот фабрикованное дело против чеченцев, хотя это не должно быть таким образом, это некрасиво делать, это не человечно, но мы видим, что в политике нет такого понятия, там, справедливость, человечность. Когда нужно
Красиво жертвуют точно. всеми. Красиво точно нет, это некрасиво. Некрасиво, Такого в ничего. То есть я политике думаю, нету, что да. да, и учитывая вот ситуацию вокруг Северного потока-2, где я не думаю, что Германия настолько наивная, что вот весь мир сказал, что это экономический проект, а Германия сказала, нет, это не это экономический проект, а не политический проект, как вы думаете. И вот Германию смогли обмануть. То есть Германия является лидером там в Европе, а вот ее взяли и обманули. То есть это игра, и Украина, Россия часть этой игры. И я думаю, что можно понять позицию Украины, приблизиться к России и наверстать упущенное, но делать это через чеченцев или через какую-то другую нацию, это, наверное, некрасиво. Ну, как сказали, красивого ничего в политике нет. Это мое мнение. Лейла, я напоследок хочу, Гарри меня на эту мысль натолкнул, а на самом деле в Украине и в парламенте, в Раде Украины, правозащитники, журналисты, я хочу выразить благодарность от имени Ассамблеи народов Кавказа, от всех кавказцев. Огромное вам спасибо за то, что вы боретесь за справедливость, и правозащитники, и адвокаты, и юристы, и депутаты парламента украинского. Всем вам, мы за вами наблюдаем, мы видим, кто какую имеет позицию, и мы рады, что в Украине все-таки остается еще сила демократии и торжество справедливости сообща вместе и внутри Украины, и за ее пределами. Вот видишь, Гарри прилетел из Соединенных Штатов Америки, я из консолидированное мнение не только кавказцев Кавказа, России, 3 республик Кавказа, но и всех кавказцев, и Европы, и Турции, и так далее. Мы все смотрим, мы все благодарны украинцам за их позицию, за их праведность, за то, что они отстаивают и защищают чеченцев. Спасибо вам. Спасибо большое. Благодарю вас, Гарри. Спасибо вам, Руслан. И до новых встреч. До свидания. Всем благ. Гарри, тебе спасибо. Мир дому вашему. Спасибо.